Возгорание накануне субботника. Экологи выясняют, кто нанес урон экологическому состоянию парка имени Мажита Гафури. В год экологии в городе станет больше деревьев. Свой вклад в озеленение Сибая вносят неравнодушные горожане. Подготовка к 9 мая идет полным ходом. Сибайцы готовят транспаранты для участия в бессмертном полке. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире новости, в студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. Сегодня с самого утра работники городских предприятий и организаций Сибая вышли на очередной субботник. Уже вторую неделю горожане убираются не на прилегающих, а на общегородских территориях в рамках акции «Марш парков». На прошлой неделе это были парки 30-летия Победы и имени Маяковского, а также стадион Труд. На этот раз парк имени Мажита Гафури. Сбор листвы и мусора, побелка деревьев и бордюров. Чтобы справиться с такой нехитрой работой, особые знания не нужны. И поэтому каждый год в рамках акции «Марш парков» на общегородские территории с садовым инвентарем выходят сотни сибайцев, сотрудников городских предприятий и учреждений. Сегодня все внимание было направлено на парк имени Мажита Гафури. Участвуют все бюджетные учреждения, предприятия большие, банки, и, получается, коммерческие организации. Сегодня задействовано 11 единиц техники, из них 6 МБУ ЖКХ, 4 техники предоставили наши организации, такие как МУП «Полигон», Башкирэнерго, УГОК и Сибай-Водоканал. Погода прекрасная, работы идут, все участвуют активно, уборка идет. Благодаря совместным усилиям коммунальных служб и сибайцев праздник весны и труда город встретит чистым и убранным. Практически все коллективы предприятий охотно выходят на субботники и работают на совесть. Мы вышли с горбольницы здравоохранения на субботник. Работаю вот нормально. Помогли вы еще погрузчиками. Убираемся, конечно, чтобы город было чисто, парк нормально был, чтобы. По данным Управления жилищно-коммунального хозяйства, за сегодняшний марш парков собрано и вывезено более 50 тонн мусора. Такие показатели – хороший вклад в улучшение экологического состояния города. В свою очередь продолжается акция «Чистый город. Я люблю Сибай». Хотелось бы отметить такие магазины, как «Бэби-Люкс», «Злата», «Медный каблучок». Они всегда убираются. Всегда у них чистый, бордюры побелены. Также бы хотелось обратиться к остальным нашим горожанам, также поддерживать наши акции и держать в порядке свою прилегающую территорию своего здания и магазина. Официальным спонсором городской экологической акции выступает индивидуальный предприниматель Владимир Рыцев, предоставляющий услуги фотопечати. К нам обратились с УЖКХ, предложили провести акцию «Чистый город Сибай». Мы вместе разработали лейбл и решили поддержать, так как мы все живем в нашем городе, хотим, чтобы он был чист. Предлагаю всем поддержать эту акцию. Совместно мы сделали наклейки на автомобили УЖКХ, чтобы люди видели и принимали участие в этом. Активисты призывают всех присоединиться к акции и наводить порядок на улицах Сибая. Последний же общегородской субботник состоится через неделю, 6 мая. Ринат Музафаров, Данил Алибаев, Радмир Сингулов, Гульгина Расхильдина, телекомпания СТВ. На уборку в парк имени Мажита Гафури сегодня смогли выйти не все горожане. Накануне часть парка практически превратилась в пепел. Там произошло возгорание травы. Причина возгорания травы пока выясняется специалистами, в то время как довольно большая площадь парка сегодня покрыта пеплом. Огонь успел значительно распространиться. К счастью, никто не пострадал, в том числе и деревья. Приехавшие на место происшествия бригады пожарных успели предотвратить распространение возгорания по всему парку. Помимо них на месте работают и сибайские экологи. В первую очередь хочу сказать, до чего приводит именно данная ситуация. Везде поголовно субботники идут, и люди, которые просто лень выкинуть мусор, они поджигают. И вот в данном случае погодные условия, вот видите, ветер довольно, скорость большая, да, ветер сильный, вот приводит к тому, что происходят такие возгорания. В первую очередь убедительная просьба жителей, да, граждан города Сибая не сжигать мусор. Соответственно, есть альтернативный вариант. Компостные ямы, опять-таки, тоже траву. А мусор, который собрать, уже вывести на свалку.
Еще одна версия произошедшего – непотушенная сигарета. Как отмечают работники пожарной службы, большинство возгораний происходит из-за преступной халатности людей, которые неосторожно обращаются с огнем. В данном случае нанесен серьезный урон экологическому состоянию парка, и виновный должен понести наказание. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Озеленительный сезон в Сибае в полную силу стартует в середине мая. Этот период считается наиболее благоприятным для высадки в грунт цветов и других сезонных культур декоративного назначения. Совсем по-другому дела обстоят с саженцами деревьев. Важно успеть посадить их прежде, чем распустятся первые зеленые листочки. Касается это правила и хвойных пород. С наступлением теплой погоды ветки деревьев начинают давать побеги. По этой причине коммунальные службы уже приступили к формированию зеленых насаждений на территории города. При этом весомое подспорье, как в случае с героем нашего следующего сюжета, оказывают неравнодушные горожане. Равкат Хусамидинов, ветеран горнорудного промысла города Сибай, уже 16 лет пребывает в почетном статусе пенсионера. Выйдя на заслуженный отдых, деятельный Равкат Закирович почти все свободное время посвятил уходу за домашним хозяйством. Его участок, располагающийся в поселке Южный по улице Сакмар, соседи неизменно называют одним из самых ухоженных и благоустроенных в их округе. Например, эти очаровательные хвойные растения переселились в огород пенсионера с бурзянского питомника и находились под присмотром садовода 8 последних лет. Как вспоминает Равкат Хусамидинов, на свой участок он завозил больше сотни саженцев. Сегодня последние 28 елочек переходят в ведение коммунальных служб и будут украшать центральные улицы нашего города. С подобной инициативой пенсионер выступил лично, на безвозмездной основе и не впервые. Я живу уже 71 год в Сибае, 46-го года, старожитель. Остатки уж я раздал по детским садам, школам, новым домам, которые сдаются тоже. Старшие домком приходили, брали. Вот остатки я был у Маликова и предложил, он говорит, пожалуйста, безвозмездная помощь. Молодая ель, как и любые саженцы, переживающие высадку в грунт, требует тщательного ухода к себе и особого бережного отношения. К сожалению, не все деревья хорошо принимаются и достигают зрелости в условиях городской территории. Так любовно выращенные саженцы перекочевали из частного огорода и восполнят пробелы в зеленых насаждениях напротив центральной городской больницы. Оставшиеся ели послужат украшением других городских улиц. На сегодняшний день будем сажать их на территории города. В частности, по улице Чайковского возле поликлиники, по улице Белового сквер, так называемый сквер молодежи. И, конечно, они лет через 10 будут украшать наш город своим озеленением. И хотел бы сказать большое спасибо данному гражданину Равкату Закировичу за оказанную помощь. В ландшафтном дизайне хвойные растения занимают особое место. Деревья отличают устойчивый аромат свежести и неподвластное сезонному угасанию настроение. Осенью, когда природа начинает терять свои краски, хвоя уже выбивается из общего вида и становится полноправным солистом зимой. Растение, пережившее период привыкания, отличает высокая устойчивость. Тем более обидно, что нередко молодые растения погибают от халатного, а в отдельных случаях и откровенно варварского поведения горожан. Руководство жилищно-коммунального хозяйства города обращается с призывом бережно относиться к общественному имуществу, тем более если оно выращено руками неравнодушных сибайцев. Пользуясь случаем, хотел бы сказать горожанам нашего города, чтобы они более бережно относились к нашим не только саженцам, то есть зеленым насаждениям, то же самое кустарникам, деревьям, то есть не проходя мимо, то есть дети, то чтобы не лазили по этим деревьям, не ломали их. Если такие случаи есть, конечно, обращайтесь к нам, телефон 23201, чтобы мы выявляли правонарушителей и приняли соответствующие меры согласно действующим законодательствам Российской Федерации. Хочу видеть город, чтобы красивым, зеленым, чтобы люди радовались. Ринат Музафаров, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Свой вклад в озеленение города внесли и сотрудники санатория-профилактория «Здравница Зауралья». Вместе со студентами медицинского колледжа они высадили деревья по улице Чайковского в память о ветеранах здравоохранения. Коллектив санатория-профилактория «Здравница Зауралья» не мог остаться в стороне от проводимых общегородских экологических субботников. Они выступили с инициативой создать аллею деревьев, посвященную медицинским работникам, служившим в годы Великой Отечественной войны. Такой опыт уже был в прошлом году, но тогда сосны не прижились.
На этот раз сотрудники профилактория вместе со студентами медицинского колледжа надеются, что их труд не окажется напрасным и деревья примутся. Хотелось бы попросить жителей ближайших домов отнестись ответственно к деревьям, следить за ними, при возможности поливать, и я думаю, город засияет новыми красками. Из года в год память о героизме и подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны крепнет и увековечивается. И потому подобного рода благотворительно-экологические мероприятия в Сибае будут проводиться и дальше. В течение ближайших дней коллектив здравницы Зауралья и студенты планируют посадить в общей сложности около 250 саженцев сосны. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Меньше 2 недель осталось до празднования одного из главных дней в нашей истории – Дня Великой Победы. В этот день уже по традиции по всей стране пройдет акция «Бессмертный полк». Сотрудники колледжа строительства и сервиса предлагают горожанам заранее подготовиться к такому событию. В День Великой Победы, когда идет шествие бессмертного полка, сотни горожан выходят с табличками своих родных, сражавшихся и погибших в Великой Отечественной войне. Для тех, кто не умеет делать такие таблички самостоятельно или не имеет на это свободного времени, умелые мастера колледжа строительства и сервиса предлагают свои услуги. Второй год подряд в преддверии 9 мая они изготавливают транспаранты по заказам сибайцев. Наш столярный цех уже второй год принимает участие в формировании вот этих табличек для бессмертного полка, чтобы увековечить память о той знаменательной дате, Великой Победе. Очень важно для нас принять участие, оказать посильный вклад. Все горожане могут к нам обратиться, если кто-то еще не сделал это изделие, мы всегда рады. Идея бессмертного полка очень воодушевляет. Качественный материал, широкий спектр деревообрабатывающих техник, лакировка изделия, ответственный подход и короткие сроки работы. Все это мастера гарантируют. Желающие могут обращаться в колледж строительства и сервиса. Лиана Кириллова, Данила Либаев, Несмир Хайдаров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В рамках акции «Бессмертный полк» все мы будем вспоминать и чествовать героев Великой Отечественной войны, отдавших жизни за мир на земле. Отрадно, что с каждым годом военно-патриотический дух граждан растет. Об этом говорят итоги призывных кампаний последних лет. Сегодня Россия готовится к очередному весеннему призыву юношей в ряды вооруженных сил. На днях в Сибае прошла посвященная этому пресс-конференция. Если буквально 5 лет назад на вопрос «есть ли желание служить в армии» многие отвечали неопределенно или искали причины для отказа, то сейчас такое встречается крайне редко. В основном ребята идут служить с желанием и готовностью, отметили в своем выступлении представители военного комиссариата. Помимо роста военно-патриотического духа среди молодежи, на это сказываются и государственные меры по подъему престижа армии. В частности, у неслуживших юношей не будет возможности работать в госструктурах или занимать должности на муниципальной службе. За прошедший 2016 год в мероприятиях, проводимых сотрудниками военкомата, были задействованы 1049 призывников. Они прошли медицинское освидетельствование, призывную комиссию, по каждому было принято решение. Полностью годными к военной службе признано 395 юношей. Им присвоена категория годности А. Еще 344 человека годность с незначительными ограничениями. При этом половина призывников получили отсрочку. 404 человека в связи с учебой, 115 по состоянию здоровья. На сегодняшний день 297 парней из Сибай и Хайбулинского района проходят службу в самых разных уголках страны. Это ребята, призвавшиеся в армию весной и осенью 2016 года. Из отправленных в воинские части на военную службу сухопутные войска направили 220 человек, что составляет 74%. Также ракетные войска стратегического назначения 16 человек, воздушно-десантные войска 4 человека. ВВС 4, железнодорожные войска 4, войска центрального подчинения, воинские части центрального подчинения 19 человек и внутренние войска МВД, сейчас называются войска национальной гвардии, 25 человек. Хоть и существуют осенние и весенние призывные кампании, работа в военном комиссариате ведется ежедневно. С января по март здесь осуществлялась первоначальная постановка на учет юношей в возрасте 17 лет. Всего медицинское освидетельствование прошли 276 человек из Сибая и Хайбулинского района. Комиссия показала, что к службе годны меньше половины осмотренных – 47,8%. Около 60 человек и вовсе только в военкомате узнали о наличии тех или иных заболеваний. Участники пресс-конференции подчеркнули, что здоровью подрастающих
подрастающего поколения необходимо уделять самое пристальное внимание, и оно должно начинаться прежде всего с семьи. Здоровье и знания абитуриентов – это главное, на что обращают внимание военные учебные заведения Министерства обороны России. Подбором кандидатур будущих курсантов и их отправкой также занимается военный комиссариат. Кроме того, ведомство ведет и набор граждан для службы по контракту. В 2017 году проводилась работа на подбор на военную службу по контракту. Мы отправили 37 человек в 2016 году. В этом году также эта работа продолжается. Приоритетное у нас задание – Республика Таджикистан, поселок Тоцкой Оренбургской области, город Екатеринбург, поселок Рощинской Самарской области. Есть также наряд воинской части Ульяновск, Чебаркуль и населенный пункт Борзой, Чеченская республика, и населенный пункт Калиновская, Чеченская республика. Во время военной призывной кампании, согласно плану Республиканского военного комиссариата, из Сибая в ряды вооруженных сил страны должны отправиться 147 юношей. В это число входят и будущие солдаты из Хайбулинского района. Первая отправка состоится 12 мая. В этот день 5 юношей поедут служить в воздушно-десантные войска. Давид Фадеев, Айгуль Хамитова, Радмир Исингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. К службе в армии лучше готовиться заранее, как минимум следить за своей физической формой. Во многом этому способствуют ставшие популярными военно-патриотические игры. И самое известное – это, конечно, «Зорница». На днях в Сибае прошел зональный этап этой игры. Участие в ней приняли школьники. Наряду с сибайскими ребятами за прохождение финала республиканского состязания боролись еще 9 команд. Участники соревнований, становись! Зорница в Советском Союзе существовала как пионерская военно-спортивная игра. Она представляла собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения. Игра являлась частью системы начальной военной подготовки школьников. В одно время ее популярность падала, но сейчас молодые ребята проявляют все больше интерес к такому виду досуга. Как и в прежние времена, целью Зорницы является подготовка школьников к будущей службе в армии. Я думаю, что для ребят, для детей это очень полезно. Это, во-первых, это спортивно, потом они подготавливаются в военном плане тоже. Руководители, организаторы безопасности жизнедеятельности, а также судьи очень тщательно подошли в организации данного мероприятия. С особой благодарностью хочу отметить также и поблагодарить ветеранов боевых действий. Они тоже активно всегда нам помогают. В ходе зонального этапа «Зорницы» ребятам предстояло соревноваться в 12 военно-спортивных дисциплинах. Это строевая подготовка, тактическая игра на открытой местности, преодоление полосы препятствий, силовая гимнастика, бег на дистанции, метание гранаты, разборка и сборка автомата, викторина, спортивное ориентирование, плавание, стрельба, а также надевание общевойскового защитного комплекта. Каждая команда состояла из 15 человек. Это школьники и их военный руководитель. В зональном этапе приняли участие ребята из Сибая, Баймака, Белорецка, Учелов, Межгорья, Зилаира, Абзелиловского, Зианчуринского, Хайбулинского и Бурзянского районов. Для всех них уже не впервые соревноваться в искусстве военно-прикладного дела. В течение всего дня, более 8 часов, 140 школьников активно демонстрировали свои возможности и боевую подготовку. Выносливость и дисциплина, проявленные ими во время игры, вселяют уверенность, что в нашей армии будут служить достойные солдаты. Марш! По результатам соревнований зонального этапа военно-патриотической игры «Зорница» третье место досталось команде Хайбулинского района. Серебро завоевали ребята из Баймака. Ну а победителями стали представители лицея номер 9 города Сибай, команда военно-патриотического клуба «Пламя». Они и будут защищать честь Зауралья на республиканском уровне. Лена Кириллова, Данил Липаев, Неасмир Хайдаров, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. Впереди нас ожидают 3 выходных дня. 1 мая на Центральной площади с 10 утра до 16 часов будет идти праздничная ярмарка. С 11 утра до часу дня состоятся конкурсы и игры для детей. И с 11 утра до 14 часов на сцене пройдет праздничный концерт и гала-концерт городского конкурса семейного творчества «Семья. Источник вдохновения». Не пропустите.
А я прощаюсь с вами, удачных выходных и увидимся.